Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Республику Азербайджан. Визит состоялся по приглашению главы этой Закавказской республики Ильхама Алиева. Это можно считать еще одной серьезной вехой во внешнеполитической деятельности президента Чеченской Республики. Что нам дает право так утверждать? В рамках визита состоялся ряд встреч как самого Рамзана Кадырова, так и членов Кабинета министров нашей республики и духовных лиц, сопровождавших его. На встрече двух президентов Кадырова и Алиева была достигнута договоренность о создании совместной экономической комиссии. Комиссия будет изучать возможные варианты совместной экономической деятельности Чеченской Республики и Азербайджана. Как отмечали оба лидера, уже сформирован портфель первостепенных задач, к реализации которых можно приступить в ближайшее время. В этой связи Ильхам Алиев отметил экономическую привлекательность нашей республики. Такого рода соглашения нами подписаны со многими республиками Российской Федерации, в том числе Кавказскими республиками. И я считаю, что подписание такого соглашения между Чеченской Республикой и Азербайджаном будет очень важным и в рамках стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном, а также в рамках исторических связей между нашими двумя народами, которые всегда развивались эффективно, мы всегда жили в дружбе, в братстве и готовы активно продолжать сотрудничество в этом направлении. Как известно, у Азербайджана очень высокий экономический потенциал. Разумеется, в условиях глобального кризиса страна нуждается в новых формах экономического сотрудничества. В этом плане Чеченская Республика – отличный партнер. Есть куда вкладывать деньги, а поручителем и гарантом выступает сильная власть. Это и стало поводом для подписания ряда соглашений, в том числе и с Министерством транспорта Азербайджана. Наши представители часто бывают в вашей республике и видят большое развитие. Практически заново построена столица, очень много предприятий, дорог, очень много социальных объектов. Так что мы, как друзья и братья, только радуемся вашим успехам и желаем вам продолжать в том же духе и развивать вашу республику активно. Также в эти дни в столице Азербайджана проходил межконфессиональный форум, на котором были представлены духовные лидеры более чем 40 стран, как мусульманских, так и представителей других конфессий. Президент Чеченской Республики, выступая перед духовными лидерами, изложил свое видение проблемы войн и противостояний. Он отметил, что в мире нет проблемы межконфессионального противоборства. Проблема в противостоянии политиков и политических систем. Организация Объединенных Наций, Евросоюз, мировые державы делают видимо, что озабочена ситуация. На самом деле с санкций происходит что творится в Афганистане. И не только там. Страна разрушена, народ не видит ничего, кроме войны. Сильные государства любые свои действия направлены против других стран народов, либо относят как к конфликту цивилизации, так к противодействию между религиями. Так ли это на самом деле? Я твердо убежден в том, что нет конфликта религии. Верующие люди никогда не причинят друг другу зло, не посягнут на чужое, будь это чья-то личная вещь или территория другого государства. Известно во всем мире, что религиозные деятели призывают нас жить в мире и согласии. Это голос звучит из Мекки, Ватикана, Москвы и других центров мировых религий. Пока мы не признаем, что в корне кровавого конфликта лежит не противоборство религии, а стремление владеть миром, мировым богатством и природными ресурсами, поставив на колени целые страны и многомиллионные народы, не выработаем реальные механизмы построения мира, основанные на законах справедливости и уважения интересов всех стран, войны будут продолжаться. Речь Рамзана Кадырова была воспринята с нескрываемым интересом. По сути, Рамзан Ахматович говорил о проблеме общеизвестной, но в силу разных причин замалчиваемой и прикрываемой, опять же, разными политическими кругами. У нас есть опыт, мы знаем об этом и понаслышке, и нас обвиняют в том, что в Чечне идет война, что чеченские бандиты, чеченские террористы. Но это совсем не так. Чеченцы очень миролюбивый, дружелюбивый народ, нам навязали эту войну, нас использовали в качестве инструмента разборок против суверенного государства России. Но мы поняли, что надо остановить это зло и жить со всеми мирно, дружно, как жили наши отцы. Сегодняшняя конференция, это, я считаю, если из него сделать
фундамент и развивать дальше, продолжать в это направление и вести диалог со всеми. Я думаю, что у нас получится остановить войну, что у нас в мире не будут убивать, взрывать и обвинять в этом всегда религии ислама. Я как верующий мусульманин, я знаю, к чему призывает ислам. И когда по телевизору, когда показывают, что где-то что взрыв, это исламский экстремист, это исламский, это бандит, такого неправильное предназначение, это оскорбляет каждого мусульманина. И поэтому я призывал всех верующих, всех, не имеет значения, религий, объединиться против зла и делать так, чтобы восторжествовала справедливость. Да, Аллах, удачи. Чеченская республика при Кадырове-младшем стала политическим мостом России к исламскому миру. Визит Рамзана Ахматовича в Азербайджан следует воспринимать как продолжение политики сближения России со странами ислама. Вместе с тем, эта работа приносит дивиденды – экономические, политические, общественные, в первую очередь для самой Чеченской республики. В России есть реальная свобода вероисповедания. Страна строится с тысячи мечетей и православных храмов. Диалог, о котором мы сегодня говорим, реально существует между различными религиями. Отрадно отметить, что постоянный диалог также ведется между религиозными деятелями и властью. Руководство страны встречается с патриархом и муфтиями. Лидеры России поддерживают ислам, как и другие религии, и прислушиваются к мнению мусульман, советуются с ними при принятии судьбоносных решений. Хочу коротко остановиться в ситуации на Чеченской республике. Известно, что террористы пытались представить события в Чечне как межрелигиозный конфликт, как войну за веру, за ислам. Это совсем не так. Запад стремился руками террористов разрулить Россию. Наш первый президент Ахмад Кадыров, будучи известным во всем мире исламским ученым и глубоко верующим человеком, понимал, какие цели перед собой поставили силы, развязавшие войну. Он сумел объяснить народу, что террористы воюют не за ислам и торжество его идей, а пытаются своими действиями очернить всех мусульман, вергнуть всю Россию в хаос, развалить ее. Его поддержал народ, поддержал руководство страны, и мы сломали хребет террористам, сохранили целостность России. Я хочу отметить, что нам дорого межрелигиозное согласие в России, в Чеченской республике, и оно будет сохранено. В нашей республике реально существует диалог с представителями разных национальностей и вероисповеданий. Мы живем одной единой дружной семьей и будем стремиться к тому, чтобы развить эти отношения. Завершился визит Азербайджана на дружественной ноте. Муфти этой страны Аллах Шукюр Пашазаде эти дни отмечал свое 60-летие. Президент Чеченской республики поздравил его и в знак уважения за мирную деятельность и содействие сближению чеченского и азербайджанского народов наградил его высшей наградой нашей республики – орденом Кадырова. Я благодарен весь чеченскому народу, что есть такие, как Ахмад Кадыров, как Рамзан Кадыров был. Я говорю, потому что он для меня всегда живет в моем сердце. Я очень молюсь Аллаху, что дальнейший долгий путь, чтобы как президент мы видели Рамзан Кадырова делал благо своему народу и всего Кавказа. Здесь интересно вот что. Визит в Азербайджан длился 2 дня. Ничтожно мало по политическим меркам. Тем не менее, за эти 2 дня Рамзан Кадыров успел встретиться с президентом Азербайджана, представителями деловых кругов, высшим духовенством и принять участие в религиозном форуме. Везде, на всех встречах достигнуты серьезные договоренности, способствующие росту политическому и экономическому. Миру в очередной раз представлен истинный образ чеченца – мирного, трудолюбивого и умного. Значительный вклад внесен в дело укрепления мира на Кавказе. И самое главное – поддержан статус России как регионального гегемона. Ведь именно от лица России Кадыров наводит эти мосты. А что касается самого Рамзана, то он давно переболел болезнями роста, в данном случае политического, и все свои действия направляет на благо Чеченской республики и России в целом.